28 апреля средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,91 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,13 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 12,05 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,9146 до 10,94 сомони, 1 евро от 12,0508 до 12,10 сомони, 1 российский рубль от 0,1335 до 0,1365 сомони. Мировые цены на нефть в пятницу утром растут, пока инвесторы ожидают выхода отчетов нескольких крупных нефтяных компаний. Об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Цена на нефть марки Brent составила $78.82 за баррель, марки ВТИ $75.25 за баррель. Стоимость золота немного снижается в пятницу утром, но может завершить в плюсе второй месяц подряд и составляет $1994,90 за тройскую унцию. Таким образом, на рынке продолжается умеренное, но неуклонное подорожание драгметалла как актива-убежища в условиях пессимистичных макроэкономических прогнозов вплоть до глобальной рецессии и напряженной внешнеполитической обстановки. Росстандартт и Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции Таджикистана подписали соглашение о взаимном признании стандартов и технических регламентов. Документ подписан по итогам Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству в рамках ОДКБ, которое прошло в Душанбе, пишет агентство ТАСС. На полях сегодняшней комиссии подписано с Таджикистаном между двумя агентствами соглашение по взаимопризнанию стандартов техрегламентов. Это также ложится в основу единой промышленной политики и унификации подходов, сообщил министр промышленности и торговли Российской Федерации, глава Межгоскомиссии по военно-экономическому сотрудничеству в рамках ОДКБ Денис Мантуров. Между тем, как сообщает секретариат ОДКБ, ранее в четверг, выступая на заседании комиссии, Мантуров отметил, что нестабильная ситуация в мире ставит перед ОДКБ задачу наращивания оборонного потенциала, и одним из основных инструментов достижения этой цели является развитие научно-производственной кооперации по выпуску продукции военного назначения, ее модернизация и ремонту. Мантуров также отметил важность усиления акцента на стандартизацию вооружения и военной техники в рамках ОДКБ. Комиссия утвердила также план своей работы на 2024 год и приняла ряд решений по организационным вопросам ее деятельности. Очередное 12-е заседание МКВС решено провести в сентябре-октябре 2024 года в Кыргызстане. Онлайн-ритейлер Wildberries рассматривает вопрос выхода на рынки новых для себя стран – Азербайджана, Грузии и Таджикистана. Об этом журналистам сообщила основательница, генеральный директор маркетплейса Татьяна Бакальчук, передает ТАСС. В СНГ мы думаем расширяться. Некоторые страны находятся между нами и той страной, где мы работаем. Например, думаем о таких странах, как Азербайджан, Таджикистан, а также Грузия, сказала Бакальчук и добавила, что о сроках выхода на эти рынки говорит преждевременно. На данный момент Wildberries помимо России оперирует в таких странах, как Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Израиль и Узбекистан. Делегация Таджикистана во главе с министром транспорта Азимом Ибрагимом находится в Нью-Дели для участия в 10-м совещании министров транспорта и в заседании экспертной группы стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-центре министерства. 27 апреля в Нью-Дели началось заседание рабочей группы экспертов стран-членов ШОС, в которой приняли участие представители государств-членов ШОС. На заседании рабочей группы экспертов ШОС вначале был представлен для рассмотрения и обсуждения проект концепции сотрудничества стран-членов ШОС по декарбонизации, то есть снижению воздействия углерода на окружающую среду транспорта, продвижение цифровой трансформации и инновационных технологий для достижения высокой эффективности и устойчивости.
Предполагается, что проект данной концепции после рассмотрения рабочей группы экспертов будет представлен на рассмотрение и утверждение совещанию министров транспорта государств-членов ШОС, проведение которого ожидается сегодня, 28 апреля.